Первым делом на призывном пункте будущие солдаты проходят через медкомиссию. Не попасть в ряды вооруженных сил рискует тот, кто болен, травмирован или не подходит по весу и росту. У Аскера Хашпакова все показатели в норме. Служба в армии – хороший шанс найти в будущем перспективную работу, уверен он. Ухожу в армию, хочу, нормальную работу найти в полиции. Хочу работать, а для этого, нужен военный билет. Пацаны, всем говорю, не боитесь служить там. Армия – это хорошо. Личные дела будущих солдат проходят через невролога, стоматолога и психиатра и других врачей. Чтобы нести службу в рядах российской армии, призывник должен быть полностью здоров. Для службы в армии негоден и тот, кто болеет гепатитом или ВИЧ. Для этого у призывников также берут кровь тут же на месте. При выявлении каких-то отклонений анализы направляют на дополнительное исследование. Бывает, выявляются с гепатитами, бывает, мы отправляем этих призывников, отдаем на участок по месту жительства, и они уже туда в антиспид обращаются, и там сдают анализ заново, там им объясняют, что, как, почему такое может быть, там независимо, там, с чем это связано, это они там уже в антиспиде им объясняют. Направит призывников в сухопутные, воздушно-космические, железнодорожные войска Национальной гвардии России. На сегодняшний день перед военным комиссариатом Сунжинского района стоит задача подготовить 55 новобранцев до конца призыва. Надеюсь, что у нас получится закрыть поставленный перед нами наряд и отправить в войска необходимое количество людей. Сотрудники военкомата стараются идти навстречу новобранцам. Дополнительно военный комиссариат при содействии ДОСАВ бесплатно подготовит 10 человек. Они будут проходить службу в качестве водителей. После армии новобранцы смогут свои права уже использовать в гражданских целях, причем на них будет отмечаться стаж вождения, а это ценится в компаниях грузоперевозок. В армии созданы все условия. Ребятам идут навстречу и в вопросах вероисповедания. Бахат абяха нахабы, о схабяха, бистах набди, валхалу ханьястхун янт. Чан дикадис, танши, чашу дадяха цу армии, парачи хазавишти. Хатто вчера есть предположение, что год-два года не буду служить. Служить обязан каждый гражданин страны, достигший 18 лет, отмечает в военном комиссариате. За уклонение от военной службы призывнику грозит крупный штраф или лишение свободы на срок до 2 лет. К тому же военный билет дает свои привилегии. Военный билет на руках сегодня дает право устроиться в любые органы власти, в том числе и правоохранительные органы, на госслужбу и в муниципальной власти. Не имеешь же билета, он не сможет. Отсрочка положена призывникам, негодным по состоянию здоровья или если гражданин имеет от 2 и более детей, является опекуном или попечителем при отсутствии других лиц, и тем, кто получает высшее и среднее образование по очной форме обучения. На уклонистов же будут возбуждать уголовные дела. Всего в рамках осеннего призыва число отправляющихся на срочную военную службу по стране составит 120 тысяч человек. Осенняя призывная кампания завершится 31 декабря. Дана Плиева, Магомед Даскиев, Новости 24.